Повелитель огня и металла. В одной руке металл, расплавленный по древней технологии, в другой настоящее орудие неандертальца, которое пролежало в земле 300 тысяч лет. Здесь играют на гуслях и шутят о мистике старинных склепов. Но главное, копают, копают и копают. Лагерь, подъем! Это один день из жизни археолога, удивительный и насыщенный, который наша съемочная группа прожила в полевом археологическом лагере близ деревни Кусимово в Абзелиловском районе. В этой экспедиции нам удалось стать свидетелями грандиозного открытия, а еще немного понять, кто они, люди, распутывающие клубок истории. Ульян, я что-то нашел. Ване Киселеву 16, учится в школе и каждое лето проводит в археологических экспедициях. Говорит, это даже не хобби, а скорее образ жизни. На раскопки в Башкирию приехал из Свердловской области. Сегодня прямо под прицелом камеры находит старинную стеклянную бусину. Радость, восторг, просто чувство, что ты что-то хорошее сделал. За самые яркие артефакты нашедшему полагается банка сгущенки. Заслуженный десерт быстро исчезает под книгу Гарсии Маркеса. Атмосферу, которая царит в этом полевом лагере, сложно описать словами. Десятки людей из разных регионов, ученые, студенты, школьники, будто одна семья. Целый месяц живут в палатках, готовят еду на костре и по 8 часов в день, как здесь говорят, сидят на раскопе, не разгибая спины. Первоначально целью этой экспедиции к озеру Банное или Яктыкуль стал курган с захоронением времен Александра Македонского. Древний мавзолей или склеп эпохи раннего железа. Этому каменному сооружению около 2500 лет. Оно имело предположительно округлую форму. Стены его когда-то обрушились и со временем оказались погребены под слоем земли. Однако неожиданно эти раскопки превратились в событие мирового масштаба. Прямо под курганом была обнаружена гораздо более древняя стоянка эпохи палеолита, крупнейшая на всем Урале. То есть люди жили здесь как минимум 300 тысяч лет назад. Мы нарвались на этот памятник абсолютно случайно. Приехали копать курган. Потом выяснилось, что там идут очень интересные находки, замечательные находки. И очень важно, что здесь фантастическая колонка отложений. Вот. И по ним мы сейчас делаем споропыльцевые анализы для того, чтобы понять, как менялся климат. Все были удивлены, я сам очень долго не мог поверить, как так курган и под курганом палеолит. Это не складывается ни в какие схемы. Конечно же, этот памятник будет вписан в историю не только Башкирии, но и всего Урала. Здесь жили неандертальцы и, возможно, даже пятикантропы, о чем говорят найденные орудия труда древних людей. Один из самых удивительных артефактов – каменное рубило, возраст которого оценивают в 500 тысяч лет. Ручной топор, им обычно там что-то рубили. Это изделие сразу маркирует более ранний этап, еще до неандертальский, характерный для вот то, что вот мы в учебниках знаем, пятикантроп. Вот это вот рубило делали пятикантроп из диабаза. Такие находки, они чрезвычайно редки. Вот, и у нас в стране памятников этого времени очень мало. Историк Вячеслав Котов буквально читает слои земли как раскрытую книгу. Это своеобразная летопись времен, которая может рассказать, например, о ледниковом периоде или об изменении уровня мирового океана. Мелкие вот, собственно, вот эти камешки, вот они, это говорит о том, что уровень воды здесь уже был выше, а вот это уже было дно. Ученые установили, что в ходе эволюции эта территория не раз оказывалась затоплена водой. 3 современных озера – Яктыкуль, Сабакты и Карабалык – когда-то были единым палеоозером, береговая линия которого постоянно менялась. Это так называемый шурф, археологический разрез или вскрытие, как говорят сами археологи. Удивительно, но здесь земля в буквальном смысле хранит память о том, как стоянка древних людей, неандертальцев, была снесена волнами того самого всемирного потопа. Ну, этот потоп школьно известен у многих народов земного шара, кроме Африки. Везде один сюжет, что какой-то там праведный человек спасся там или на горе, или, в общем, построил лодку и поэтому плавал по океану. Геологи говорят, что это воспоминания об этом вот событии. Особенно поразило ученых, что столь древний культурный слой, как палеолит, залегает на глубине всего около метра, а потому на артефакты то и дело натыкаются даже жители деревни, перепахивая поля. Директор местного музея имени Кусимова, например, нашла у себя в огороде отлично сохранившиеся каменные наконечники копий и стрел. Подумать только, на заре человечества кто-то охотился такой стрелой на мамонта, а теперь мы держим ее в руках.
Эти интересные камушки, наконечники стрел, я нашла у себя в огороде, когда выкапывала картошку. Конечно, я удивилась, но это очень аккуратно сделанный наконечник стрелы, их нельзя не заметить. Археологи установили, что здесь была не только древняя стоянка, а целая мастерская по изготовлению таких каменных орудий. Воссоздать подобную мастерскую ученые решают прямо в лагере, чтобы наглядно продемонстрировать эту технологию. Лучшие стрелы получались из черного кремния или красной яшмы. Их осколки, или, как говорят историки, отщепы, острые как стекло, ими легко порезаться. И их тоже использовали в быту. Резали, пилили, обрабатывали шкуры животных. А это еще один мастер-класс – плавка бронзы и меди по технологии древних металлургов. Печь типа иткутских металлургов раннего железного века. Состоит из камня и глины, а меха средневекового типа. Заливает расплавленный металл в глиняные литейные формы и руководит процессом девятиклассник Михаил Громогласов. Задача – отлить оригинальное старинное украшение, так называемый птицевидный идол. Чем больше занимаешься археологией, тем больше удивляешься нашим предкам. Какие они были мудрые, как они могли там 2500 лет назад плавить металл, отливать великолепные вещи. Мы сейчас пытаемся постичь их технологии, и это нам далеко не всегда удается. Подобное изображение птицы было найдено в нескольких километрах от лагеря, в горном ущелье хребта Крыкты. Его вырезали в скале примерно в IV веке до нашей эры. Но вот что поразительно, точно такой же рисунок есть и в пустыне Наска в Перу. Он имеет гигантские размеры, и увидеть его можно только с воздуха. Кто и зачем сделал миниатюрную копию этого изображения на Башкирской горе – большая загадка. Вырезано металлическим орудием, уже поверхность патинизирована, такая очень сильно истершаяся. То есть это, конечно же, сделано было не вчера и даже не позавчера. В этом году раскопки на кургане в Кусимово выявили еще один, уже третий культурный слой, средневековый. Удалось найти целый набор украшений, принадлежавших женщине. Бронзовые браслеты, яркие бусы из стеклянной пасты, всевозможные накладки на ремень и пряжку, очень напоминающую застежку от детских советских сандалий. Оказывается, эта технология стара как мир. Такой тип пряжки вот с подвижным язычком, он впервые появился в Римской империи. Потом начал распространяться по всей Евразии. Это была мода, а как всякая мода, она очень быстро менялась. Благодаря вот этим вот изменениям мы можем довольно неплохо датировать без всяких радиоуглеродов. Подобных курганов эпохи раннего железа в этих местах несколько, уверены ученые. Один из них находится на вершине горы Улек-Мурун, что в переводе означает «мертвый мыс». Уже больше 2000 лет на Южном Урале существует древний обряд поклонения горе. Одно из его проявлений заключается в том, чтобы принести на вершину камень и оставить его здесь. Это воспринималось как некое искупление грехов. Этот обряд существует и по сей день, поскольку здесь, на древнем кургане, есть и достаточно свежие камни. Кладка свежая, между камнями нет земли, нет травы. Плюс там встречаются монетки современные. Известные наши шиханы используются как святилище уже с эпохи раннего железа, о чем свидетельствует керамика древняя, найденная на вершинах этих гор. Камеральная лаборатория. В полевом лагере это обычная палатка, куда стекаются все находки с раскопок. Здесь их очищают от земли, обрабатывают спиртом или специальным полимерным раствором и упаковывают в отдельные пакетики. Это называют неотложной полевой консервацией, чтобы сохранить артефакты, которые после извлечения из земли иногда начинают очень быстро рассыпаться. В данном случае вот браслетик у нас, к сожалению, немного не дожил до консервации. Буквально за сутки он у нас начал сыпаться, вот эта вот верхняя поверхность части. Сейчас в процессе обработки найденный на кургане скелет собаки, которая, как считают ученые, была частью некоего ритуального обряда. Собака, она еще с древности воспринималась как существо, которое, так сказать, на грани двух миров, потустороннего и нашего мира. Часто погребение собаки находят над погребением человека. То есть она как бы была проводником на тот свет. На самом раскопе можно встретить цифры на камнях. Это условное обозначение высоты. Положение каждой находки фиксируют в 3 координатах, а еще фотографируют и зарисовывают. Здесь этим занимается Ульяна Коршунова, архитектор по образованию. Ее задача представить, как могло выглядеть древнее сооружение и в конечном итоге нарисовать компьютерную 3D-модель. Как это все разрушалось, как оно могло выглядеть, как оно выстраивалось, как располагалось, почему так. Археология как таковая, она недалеко ушла от детективов.
Племянница ученого-археолога в экспедиции Ульяна начала ездить в 10-летнем возрасте. Вспоминает самое яркое впечатление детства, как на раскопках могильника ее укладывали рядом со скелетами. Приезжал антрополог, и у него был один молодой человек и я. И он возле каждого трупа соответствующего пола нас выкладывал и показывал. Вот посмотрите, вот по росту, вот видите, вот она была вот ниже там, или выше, чем Ульяна. При этом девушка добавляет, археологи – люди не суеверные, хотя, конечно, шутки о мистике на могильниках иногда бывают. Мы копали каменный курган, сложное красивое захоронение. Мы все смеялись, что копаем шамана, как к могильной яме начинаешь подходить, у нас дождь начинается, там дождь, снег, перепады температуры огромные. Шутки шутками, но на этот раз нашей съемочной группе временами было не до смеха. Камера внезапно и необъяснимо выключалась в самых неожиданных местах. Выходили из строя полностью заряженные батареи, и как только мы начинали запись, поднимался ураганный ветер, опрокидывая технику и все вокруг. Опа, там этот штатив. Сильный ветер, сейчас пойдет чуть-чуть. Нам бы тут пожар не устроить. Уже больше 2,5 часа. Бывает. Ветерок нам шептал, то прекрасно название пропустимого, наше пропустимого 6. Спокойно спит на древних могилах, пожалуй, только собака с подобающим именем Афина. Кости с кухни она никогда не путает с костями-артефактами и четко знает главное правило – копать здесь разрешается только людям. Каждый полевой сезон она с нами в лагере, такая археологическая собака. Она не лазит в раскоп, она не копает, спокойно лежит и ждет окончания рабочего дня. Археологический отряд из города Полевского Свердловской области ради этой экспедиции преодолел 600 километров. Некоторые приехали на мотоциклах. Но вот загвоздка. Завтра в обратный путь, а один из байков сломался. На починку, как и на раскоп, выходят все вместе. Общими усилиями проблема, к счастью, решена. Такие экспедиции, как лакмусовая бумага, говорят участники, сразу показывают, кто есть кто на самом деле. И остаются в археологии, как правило, люди настоящие, искренние и преданные поиску исторической истины. Кто такой археолог? Это следователь, который опоздал к месту какого-то там преступления или правонарушения на 1000 лет, да? Археология, она как диагноз на всю жизнь. Всех объединяет вот то, что мы не хотим на Кипр, в Грецию. Нет, мы можем и туда съездить, но мы вернемся и поедем сюда. Археология дает понимание о многих неизвестных ранее вещах. Интригующе, это азартно. То есть ты причастен к чему-то важному, что объясняет людям, как и почему они живут. Археология, археология. Я археолог, я, Баякия. Жара и солнце, да ну его к черту, а что? День 4, 4 на 5, 25, 7 копать, не спать, не спать, не спать. Археология, археология. Я археолог, я.